Вторая международная книжная ярмарка – это мега-событие. 3 дня, несколько площадок, и каждый час здесь что-то идет. Ага, как бы нам не упустить всего самого главного. Мы, кстати, с Расулем готовим большой репортаж об этом событии, так что следите за эфиром, а пока для Горы новостей расскажу немного вкратце о происходящем. Праздник объединил всех любителей книги, писателей, издателей, библиотекарей, краеведов, искусствоведов, артистов, журналистов, общественных деятелей и, конечно же, читателей. Чтение всегда останется в моде, это разнообразие, это развитие, прежде всего, молодежи. Как вовлечь? Ну, я думаю, молодежь должна найти жанр, который им по душе, и начать читать. Всего в рамках Китаб-Байрама были представлены 233 издательства и книго-торговые организации из 18 регионов России и 7 стран. Приехало много известных людей. Как вы думаете, смогут ли электронные аудиокниги заменить бумажный вариант? Заменить нет. Не смогут, потому что это разные носители. Но дополнить и альтернатива, когда нет возможности, например, большую красочную, тяжелую книгу посмотреть, это полностью заменить, наверное, вряд ли. Все равно тактильное ощущение от самой книги ничем не заменить. В дни книжной ярмарки на 3 сценах и других площадках были проведены почти 300 различных мероприятий, среди которых мастер-классы и творческие встречи, постановки и читки, тематические концерты и дискуссии, круглые столы и кинопоказы, игры и благотворительные акции. И даже сам глава республики побывал здесь. А как вы думаете, как можно молодежь вовлечь в чтение? Как можно заинтересовать? Самое главное – это пример родителей дома. Все начинается из дома. А второе – это школа. Школа тоже должна понимать, что цифровизация – это здорово, искусственный интеллект, но книга у человека должна быть всегда самой главной. Мы брали интервью у известных писателей, активных читателей и создавали свое уникальное художественное произведение. Но об этом узнаете более детально в большом репортаже, который готовит наш детско-юношеский телеканал «Тамыр». Тимур, расскажи, пожалуйста, как прошел мастер-класс Нелли Мартовой? Мастер-класс прошел достаточно хорошо. Нелли Мартова отвечала на вопросы, и меня Нелли Мартова научила тому, что нельзя опускать руки, прежде чем ты ничего хорошего, ну, не то чтобы хорошего, а достаточно масштабного не сделал. И она очень много упоминала своих детей, и на их примере написала 3 книги и собирается написать 4-ю. Кстати, у нас на ярмарке была целая площадка, где проходили встречи с писателями, лекции от мастеров слова. Приходили целыми школами послушать мастеров пера. Ульяна Листанова, Ренат Кашапов специально для Горы новостей.